Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Сегодня тема нашей телепрограммы посвящена земельным проблемам столицы Якутии. Меняется жизнь, меняются законы Российской Федерации и, конечно, меняется использование дачных участков в столице Якутии. 10 лет назад ветераны СОТа 70 лет Победы просили окружную администрацию изменить виды использования своих земельных участков, отдать их в зону поселения Тулагина-Кильдямского наслега. В прошлом году данный вопрос рассматривался на комиссии по архитектуре и градостроительству Якутской городской думы. Изменение административных границ, о том, чтобы наш СОТ внесли территориально в границы Тулагина. Но мы получили примерно такой ответ мы получили. Отказываемся в связи с тем, что нет средств. Вообще по регламенту как будет? Сейчас комиссия пройдет. Те комиссии, которые прошли, ориентировочно под это будет коммерческое предложение составляться. Будем в корректировке бюджета по генеральному плану заявляться. И той сумме, которая будет утверждена, будем объявляться на разработку внесения изменений в генеральный план. Ориентировочно само разработка примерно 6 месяцев. После этого от 6 месяцев полностью согласование, получение согласования 9 месяцев. Это ориентировочно как минимум 2 года внесения изменений в генеральный план. Вот так. Это не минимум. Минимум. А по регламенту? А можно же ускорить это? Ну, ускорить возможно, если все в идеальном случае. Это не регламент, это практика. Нет, это практика, я понимаю. Это как с обращениями граждан. Срок 30 дней, мы, как обычно, ждем 30-го дня, чтобы ответить. В идеальном случае, если все пройдет без всяких заминок, это примерно 1,5 года. Но дело в том, что там же в основном мы когда организовывали, там же в основном были ветераны войны, ветераны тыла, вдовы были, понимаете? Сейчас же уже 80-летие Победы. Потом никто не будет просить. А их же совсем мало осталось. Ситуация понятная, и это пошагово. Ну, по идее же можно. Но я понимаю, обременение, финансовые затраты будут по содержанию, по созданию инфраструктуры, если мы присоединим всего. Но ради ветеранов-то эти деньги найдем или нет? Вот надо запускать процесс. Хотя бы начать надо, а потом уже насчет дедлайна уже. Мы начали вот сейчас комиссия. Поэтому давайте СНТ 70 лет Победы, один два оба давайте включим. Я так понимаю, село Тулагина не против. Так ведь? Егор Григорьевич мне звонил, он сегодня утром вышел, он не против. И мы со своей стороны, если нужны будут деньги в бюджете при корректировке, мы поддержим. Источники найдем. По созданию инфраструктуры, по разработке проекта межевания, проекта планировки. Не простой суд, не рядовой суд. Надо понимать, что вопрос же решаемый. Сроки навряд ли они ускорятся, где-то 1,5 года. По-другому никак. Уважаемые депутаты, есть предложение, замечание, дополнение? Предложение поддержать. Необходимо предложение поддержать. Кто за? К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны в этом СОТе уже мало. Но есть надежда, что наследники или родственники ветеранов все-таки дождутся изменения земельных участков. К сожалению, данная проблема существует не только у СНТ 70 лет Победы, она существует практически у всех садоводов, а особенно в городе Якутске. На отчетном собрании регионального отделения садоводов России, а в частности Якутии, подняли этот вопрос. Как оказалось, с 2019 года окружная администрация данную проблему решить не может. У нас сегодня было общегородское собрание членов Якутского регионального отделения. У нас ежегодно будет отчет один раз в год в окружной администрации города Якутска. Там у нас садоводы решают все наши проблемы, говорят, что у них там заявки подают, жалобы. Уже в течение нескольких лет у нас идет проблемы по согласованию проектов межевания территорий, совсем никак не согласовываются.
очень большие проблемы с риэлторами двойников. Это те люди, которые захватывают садовые территории, и их почему-то проекты согласуются в течение 3 месяцев, а у садоводов согласовывают 5 лет. И документация куда-то уходит, и у нас есть двойники по этим документациям, и почему-то никак не обращают на это внимания окружная администрация и не идет навстречу садоводам. Садоводы обеспокоены своими участками. Начался вопрос газификации. Заявки приняты, готовится проект и финансовый отчет для выделения средств из федерального бюджета. У нас в городе есть, например, Сухокалинские зори, у которого проект на стадии утверждения и визирования находится уже 5-й год. Почему сроки все время задержаны? Здесь есть конкретные какие-то обращения, желательно мы проведем расследование, когда... Только что сказал, что суд признался за председателя, он же сказал, до сих пор... Документы находятся на утверждении. Мы каждый год собираемся 2 раза в год, одно по одному, и вопросы у нас ни у кого не решаются. Обращения граждан по земельным вопросам участились. В прошлые годы такого не было, чтобы было очень много заявителей от СОТов, от садово-огороднических товарищ, от СНТ. В городе, пожалуйста, этим вопросом серьезно займитесь. Глава республики сегодня говорит, что мы должны поддерживать многодетных семей. Вы помните, на круглом столе в общественной палате сидела рядом со мной женщина, у нее 8 детей. И вы не могли оформить участок. Она подала в суд, вроде выиграла, но до сих пор участок не оформлен. Это вообще что такое-то? Позор. И прошу протокол ввести, чтобы сегодня присутствует, я вижу тут много представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, Росреестр присутствует, администрация города Якутска. Будьте добры заняться серьезно этим вопросом, иначе займемся мы сами. Садоводы Якутии уже обратились в окружную администрацию, но, к сожалению, уже 3-й раз по данной проблеме совещание переносится. Но теперь окружная администрация предупреждает жителей города Якутска или покупателей города Якутска земельных участков о земельном мошенничестве. В телепрограмме моего коллеги Риты Якушевой «Про деньги» выступил мэр города Якутска о предупреждении данного мошенничества. Есть люди, которые продают несуществующие земельные участки по поддельным документам. Купили земельный участок, который был отчужден от государственной собственности, и теперь по суду пытаются как-то восстановить свои права. Это вот один вид мошенничества. Вторая форма мошенничества, вот, по которой сейчас у нас большие проблемы по городу Якутску, там и с Саталом, и вот сейчас по Табаге выстреливало, то, что земельные участки сельхозназначения продают людям с убеждением того, что завтра поменяют под ИЖС. Не стоит в это верить. Есть генеральный план города Якутска. Генеральный план – это документ, который принимается на десятилетие. Десятилетие, повторюсь. Он не меняется каждый год. Он не меняется вот так вот. Это документ, который принимается с точки зрения стратегического развития города Якутска. Был, допустим, совхоз Хатасский. В свое время по 3 гектара раздали как паи людям, которые составили в нем. У людей возникает, конечно, желание поменять их под ИЖС. Прошу в это не верить. Изменения только согласно генеральному плану. Покупая участок на сельхозке, это не запрещено. Вы можете быть обладателем сельхозземельного участка, только вы не имеете права строить на нем жилье, жилой дом. Вы не получите документы, соответствующие это разрешение на строительство, разрешение на ввод, и, соответственно, легально не зарегистрируете свой дом. Только согласно целевому характеру использования. Поэтому проверяйте, пожалуйста, целевой характер и заказывайте всегда при покупке земельного участка градостроительный план земельного участка. Потому что часто бывает, очень часто, люди покупают земельный участок, на котором нельзя ничего строить. Но я решил проверить, как используются земельные участки сельхозназначения на въезде в село Хатасы, пригорода города Якутска. Перед выездом на место я изучил геоплан города Якутска.
тех участках, которые буду по дороге снимать. А как оказалось, вид использования сельхозугодия. Вот это татарский видно. С левой стороны это у нас земли сельхозугодий. Согласно генерального плана. Ну и что мы здесь видим? Различные базы. Дальше смотрим. Земли сельхозугодий. Как видите, все застроено. Кстати говоря, все это с разрешения окружной администрации города Якутска. Вот у нас пост ГАИ, как видим. И что мы здесь видим? Земля тоже сельхозугодий. Здесь находится база пиломатериалов. Опять вопросы, извините, к мэру города Якутска. Каким образом земли сельхозугодий отдаются под промышленные задачи? В городском округе города Якутск контроль за использованием земельных участков возложен на окружную администрацию города Якутска. Но мы пока видим, что принцип один: кому-то можно, кому-то нельзя. И если руководствоваться этому принципу, то борьба с мошенничеством в сфере земельных участков достаточно будет затруднена. С вами был Олег Желнин. До скорой встречи. Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете Округ.тв, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.